Вот, Володя, первый раз делаю. В школе не учился, так не ходил. Да? Ну да. Да. Цветы не разлагали. Да. Когда-то все делается в первый раз. Да. Они ценили, Володя, что было как хорошо. Александр Комаров с женой и единомышленниками впервые возлагают гвоздики к мемориалу Владимира Ильича. Сожалеют, что не делали этого раньше. Говорят, не ценили былые времена. Вот раньше детский садик бесплатно, школа бесплатно, образование бесплатно, я говорю. Нынешний политический строй Александр Николаевич не очень-то жалует, но жить и думать так, как завещал великий Ленин, никто не запрещает. А полгода назад посреди собственных фермерских угодий предприниматель даже установил памятник вождю. 4-метровую гранитную статую Александр Комаров обнаружил на свалке одного из гатчинских предприятий по изготовлению мемориалов. Спокойно смотреть на то, как вождь, который был живее всех живых, но теперь лежит мертвым грузом, он просто не смог. Нас удивило, что такая мусорная свалка и такой красивый памятник Владимиру Ильичу. И как-то даже на душе стало не очень. Спустя 2 месяца, оговорив цену, Александр Комаров вызволил таки Владимира Ильича. Памятник обошелся предпринимателю в 300 тысяч рублей. И в день Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября 2012 года Александр Николаевич установил статую в центре собственного хозяйства. А специально ко дню рождения вождя мирового пролетариата выложил к мемориалу каменную дорожку, посадил елочки и, как полагается, провел комсомольский субботник. Теперь здесь он работает, выращивает коров, свиней, кур, разводит рыб, сеет зерно и здесь же вспоминает о былом и мечтает о будущем. Мы люди для людей, как и у Ленина было, все для людей, заводы, фабрики. Лозунг мы такой же написали. Землю крестьянам, заводы рабочим.